Утро Магомеда Пидиева всегда начинается с визита на эту площадку. За строительством нового ДК он наблюдает каждый день. Это первый в истории сельского поселения Датых храм культуры. Этот объект очень был необходим для нашего села, так как мы свои мероприятия, различные сходы, там выборы или собрания проводили в старом ветхом здании. Теперь у нас будет место, где собраться, провести собрания, сходы и другие культурно-массовые мероприятия. И это одно, а второе будут рабочие места для молодежи, для специалистов. Дом культуры – самый ожидаемый подарок для сельчан на Новый год. Строительство на финишной прямой. Всего за несколько месяцев удалось провести колоссальную работу. С нуля построить здание, положить крышу, поставить окна, провести электричество и отопление. Внутри отштукатурили полностью. Идет сейчас затирка. Значит, отопление не запустили, но полностью тоже 90%, можно сказать, закончили. Но не запустили еще. Крыша, кровля, тоже все сделано. Единственное, осталось благоустройство. По благоустройству сейчас погода не позволяет, но как погода улучшится, сразу и благоустройством завершим. Объект раскинулся на площади 700 квадратных метров. Зрительный зал, в котором сейчас трудятся рабочие, рассчитан на 200 посадочных мест. Сейчас рабочие занимаются сценой. Сцену мы полностью отшлифовали под ламинат. Для сельчан создадут самые современные условия, отдельные кабинеты для живописи, хореографии, прикладного искусства и даже библиотека. Дом культуры станет украшением одного из самых красивых сельских поселений, которому без малого 222 года. Приграничное с Чечней сельское поселение Датых, основанное еще в 1801 году, оставалось заброшенным на протяжении четверти века. По данным районной администрации, всего здесь зарегистрировано около 280 человек, но на постоянной основе проживает лишь незначительная часть. Некоторые приезжают заниматься хозяйством. Семьи постепенно начали возвращаться после появления 18-километровой асфальтированной дороги, связывающей отдаленное село с федеральной трассой. Магомед Пидиев живет здесь вместе с семьей более 50 лет. Здесь родились его отец и дедушка. В неспокойные 90-е годы ему пришлось переехать отсюда. Мы вынуждены были на несколько лет покинуть село, и в 2019 году мы вернулись на постоянное место жительства. В данное время постоянно проживаем здесь. Разводим свою пасеку, хозяйство. У нас сад, огород, скотина. Всю еду Магомед Пидиев выращивает у себя в огороде. В прошлом году он выиграл конкурс на лучшее подсобное хозяйство и получил 1 миллион рублей от главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Деньги потратил с умом. Дом ремонтируем, скотину прикупили, пасеку как сказать, расширили. У нас было там 20 семей, у нас в данное время около 50 семей. Вот так потихоньку развиваемся. У Магомеда Пидиева 5 детей. Сейчас все они в школе. В селе пока нет общеобразовательного учреждения, поэтому их отвозят на гостранспорте. Датых процветает с каждым днем. Благодаря реализации национального проекта село преображается до неузнаваемости. Национальные проекты, они очень необходимы для таких отдаленных сел. Не только отдаленных, но для любого села они необходимы. А вот за последние 3 года, начиная с 2019 года, у нас проложен высокоскоростной кабельный интернет. У нас в администрации Wi-Fi есть. Это единственный островок, что связывает нас с внешним миром, с другими населенными пунктами республики. Это первое. Во-вторых, проложен водопровод по ФЦП «Чистая вода». В-третьих, в прошлом году сделана асфальтированная дорога, работа выполнена очень качественно. И в-четвертых, в этом году, в июле месяце, начали строительство Дома культуры, и работа на завершающей стадии. В 2023 году здесь впервые будет доступен высокоскоростной интернет. В 2024 году планируется строительство детского сада и школы. Это не может не радовать, поэтому жители активно начали переезжать сюда. Люди уже заинтересованы переехать сюда. До сих пор нам приставало же
Сейчас уже каждый год 2 жителя, вот мы сейчас заехали сюда. Планируется в следующем году построить дома. Датых – чудесный островок в Ингушетии. Здесь самая богатая флора и фауна. Раньше эта местность славилась добычей соли и ценных трав. Совсем скоро это производство вновь планируют возродить. Солевые источники здесь, родники есть. Раз. И сбор лекарств, травяных лекарств для сбора травы. Небольшие цеха планируют запустить в ближайшее время. Также в сельском поселении планируют построить новый фельдшерско-акушерский пункт. Зелимхан Калоев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24.